Парламент Абхазии принял закон о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии и боевых действий на территории республики и закон о национально-освободительном движении абхазского народа в окончательном чтении. Документ устанавливает права и социальные гарантии для ветеранов. Подробнее об этих законах будем говорить с экс-депутатом, одним из разработчиков законопроектов, советником президента по вопросам национальной безопасности и обороны Раулем Лоло. Он сегодня у нас в студии. Рауль Валерьевич, приветствую, спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо, что пригласили. Давайте подробнее поговорим о законах, о ветеранах. Долго обсуждались эти законы, проекты разрабатывались. Вот спустя, можно сказать, 30 лет приняты эти законы. Подробнее, что в них интересного содержится, на ваш взгляд? Вы этими законами занимались, разрабатывали эти проекты, но приняли ваши, можно сказать, коллеги. Здесь не важно, кто принял. Главное, конечно, что мы пришли к этому. И давным-давно надо было уже этот закон принимать, но ввиду многих причин он был отложен. Началась разработка этого закона под председательством Ильи Гуния. Он председателем был нашего комитета обороны и безопасности. Он занялся этим. И, конечно, мы все подключились и активно приняли в этом участие. И это было в 2022 году, в январе месяце. В первом чтении мы приняли, скажем так, уже шаблон этого закона. И в течение этого года депутаты уже 7-го созыва работали над этим. Были созданы рабочие группы. В комитете это обсуждалось. Нас приглашали в этот комитет как разработчиков. В том числе и принимали участие представители Кабинета министров юридического отдела. Это было очень важно, то есть, чтобы мы могли полноценный закон принять, чтобы могли учитывать все такие нюансы и тонкости в этом плане. Значит, что касается самого закона. Закон звучит так: о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 92-93 года и боевых действий на территории Республики Абхазия. То есть мы решили, что в этот закон лучше сразу внести и ветеранов, и те, которые сражались, уже участие принимали в боевых действиях после войны. И закон такой объемный, состоятельный, содержательный у нас получился. Значит, в этом законе определены такие понятия, как Отечественная война народа Абхазии. Это тоже было очень важно. Мы четко закрепили, что такое термин Отечественная война народа Абхазии. Что такое ветеран войны. Значит, здесь мы разделили ветеран тыла, чего раньше не было. Очень много было вопросов по этой теме. Это те, которые помогали фронту. Лепту, конечно, большую лепту вносили. Это и медики, это и связисты, это и телевизионщики. Кстати, телевизионщики были не только в тылу, но и были и на позициях, и принимали активное участие в освещении всех боевых, наступательных наших операций. И ветеран боевых действий на территории Республики Абхазия. Это то, что я говорил выше. Инвалиды войны и инвалиды боевых действий народа Абхазии. То есть в этом законе такие термины у нас были включены. Если будет интересно, в принципе, закон, он уже опубликован, он уже вступил в силу, он уже действует, он уже работает. Можно с ним ознакомиться, он есть на сайте парламента и так далее. Главное, один из таких важных моментов, что такое Отечественная война народа Абхазии 92-93 годов, война против оккупационных войск Госсовета Грузии, осуществляющих вероломное нападение с целью геноцида государствообразующего абхазского народа, завершенная победой многонационального народа Абхазии 30 сентября 93 года. Четко в законе это закреплено. Но там помимо основных понятий содержатся меры социальной поддержки, которые государство гарантирует для ветеранов войны. То есть там речь идет не только о выплатах пенсий и пособий, но и внеочередной госпитализации, получения земли для строительства, жилья, 30% оплаты коммунальных услуг за электроэнергию, воду, домашний телефон даже. Такие меры предусмотрены. Как вы их оцениваете? Насколько эти меры важны и необходимы?
Значит, после того, как мы определились с терминами, после того, как мы определили, кто такой ветеран, кто такой, кстати, еще и здесь в нашем законе определенный доброволец Отечественной войны народа Абхазии. То есть тоже понятие есть, кто такой доброволец. Вот. Что касается мер социальной поддержки, конечно, эта статья 9 в этом законе, она была одна из самых важных, потому что, к сожалению, так время быстро прошло, и ветеранов становится все меньше. И болезни, те, которые там во время войны были приобретены, они все усугубляются. И государство обязано помогать нашим ветеранам, участникам Отечественной войны народа Абхазии. Если говорить о мерах социальной поддержки, здесь долго обсуждалось, с правительством в том числе тоже, потому что сейчас... Или будет ли правительство, обеспечить конечно, эти? Сейчас тоже очень многие программы работают, в том числе и фонд инвалидов обеспечивает инвалидов, ветеранов, инвалидов наших там разными способами поддержки финансовой, в том числе тоже. Разные фонды президента и кабинета министров тоже оказывают поддержку. Точечную какую-то помощь. Конечно, все-таки. да. Но здесь мы, когда обсуждали, мы прописали, что ветераны, инвалиды, там разная градация идет, кто инвалид первой группы, кто второй группы, кто третьей группы. Соответственно, и меры социальной поддержки немного разные. Да? Вот здесь определены проценты по льготам на установление и оплате жилищной площади, коммунальных услуг. Важный очень такой пункт, это касается всех ветеранов, это 30% плата за потребляемую электроэнергию. Да? Вот, в условиях роста цен это очень актуально. Это актуально. Водоснабжение, коммунальные услуги. Вот. Также там льготы определены по оплате стоимости предоставления жилья в размере 50%. Вот. Конечно, жилищный фонд у государства не такой большой, вот, поэтому выделять неимущим, скажем так, инвалидам или ветеранам жилье не всегда получается, но в законе это прописано. В законе прописано, что государство должно изыскивать возможности обеспечивать жильем ветеранов и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Но принимая этот закон, ваши коллеги из 7-го созыва, они подчеркнули, что необходимо будет провести перерегистрацию, уточнение списков, вот, окончательную точку все-таки в этом вопросе. Ведь этот вопрос много обсуждается. Ситуация с лже-ветеранами, ведь были выявлены такие тоже. Мы об этом здесь в студии говорили с фондом инвалидов. Есть вероятность, что кто-то в списках вот таким образом незаконно попадает в эти списки, но пытаются навести в этом порядок, но тем не менее. Вот закон без перерегистрации, без четкого определения этого списка ветеранов неправильно будет. Закон сейчас у нас хоть и вступил в силу, но не все его статьи вступили в полный объем своей, скажем так, деятельности, потому что вот есть статья 9 «Меры социальной защиты и поддержки», она не полностью работает, она частично работает. Во-первых, регистр, который будет вестись, он должен вестись и предоставляет его Министерство обороны, там четко должны быть указаны и ветераны, в каких они подразделениях служили и так далее, и так далее. Они предоставляют эти списки. Другого ведомства, другой организации не существует. Поэтому четко там все это фиксируется, все это аккумулируется, и они уже предоставляют все эти данные. Вот. Потом здесь еще один такой момент очень важен. Министерство обороны определяет, какие были операции проведены после войны. Там, вы знаете, да, события 98 года, майские события 2001 года, события 2008 года. То есть также Министерство обороны определяет, какая это операция была, и кто в этой операции принимал, какие части, резервные подразделения принимали в этом участие. Почему? Потому что также там, кто получил инвалидность, кто, там разной степени, да, вот, и они уже подают эти списки. То есть они тоже являются ветеранами?
по этому Они закону? являются ветеранами боевых действий на территории Абхазии, уже после войны. После войны. Вот. Конечно, выплаты, которые сейчас... Там прямых выплат у нас нет. Это определенная скидка на разного рода предоставляемые услуги государством. Это, еще раз повторяю, это электроэнергия и так далее, и так далее. Вот. То есть то, что предоставляет государство ветеранам, инвалидам, дается определенные. А так или иначе, у нас сегодня очень много работает программ, которые обеспечивают ветеранам и пенсиями различными, и поддержкой обеспечивают и так далее. Закон это все четко регламентирует. Пока не будет регистр полностью определенный заполнен, закон в полной мере силы работать не будет. Есть здесь части в статье, где разные пункты вступают в силу с начала следующего года. То есть государство должно подготовиться к этому закону, опять же, определить полные эти списки людей, и тогда уже эти люди четко могут претендовать на такие льготы, социальной поддержки согласно этому закону. Я хотел бы порекомендовать нашим гражданам, кому более интересно ознакомиться с этим законом, особенно со статьей 9. Она здесь очень много разных частей и пунктов, и они подходят как и к ветеранам, которые не имеют инвалидность, так, конечно, к инвалидам Отечественной войны народа Абхазии, в том числе и боевых действий на территории Абхазии уже послевоенном периоде. Вот вы сами сказали, что есть и другие законы, которые нацелены на поддержку, ветеранов, инвалидов и так далее. Но в чем была необходимость именно такого закона, на ваш взгляд? Здесь уже определено четко, я еще раз хочу повторить, здесь четко определено, кто такой ветеран. Раньше у нас этого понятия, оно у нас как бы было в обиходе, но закрепленного не было. Кто такой ветеран Отечественной войны народ, кто такой доброволец. То есть здесь, мало того, разная степень социальной поддержки. У добровольцев и их семьях одна степень социальной поддержки государства, у ветеранов другая, у инвалидов первой, второй, третьей группы третья, у тех, которые там ветераны тыла, мы об этом тоже говорили, четвертая, да. То есть здесь четко уже определено, здесь уже правительство наше и службы, которые непосредственно этим занимаются, они не будут гадать, под какой критерий, под какую статью, под какой термин попадают те или иные наши ветераны и участники. Мало того, здесь уже будет выдаваться удостоверение, официальное удостоверение участника. Здесь будет определено четко, где он трудился. Он на передовой или он был в тылу. Ведь здесь разницы нет. Без тыла и победы не было бы. Поэтому все вместе мы приносили эту победу. Поэтому здесь эта градация определена, четко определена. Могу, в принципе, ветеран тыла, да, кто такой ветеран тыла, прям чтобы, зачитать. Да, коротко, интересно, ветеран тыла — это служащий тыла, обслуживающий действующие вооруженные силы Республики Абхазия, работник организации, предприятия, учреждения, выполняющие задачи в интересах вооруженных сил Республики Абхазия или народного ополчения по обеспечению военных и иных потребностей, работник связи, абхазской телерадиокомпании, журналист, корреспондент, медицинских учреждений работник, исполняющий профессиональные обязанности и проработающий в тылу в период Отечественной войны народа Абхазии. Четко здесь уже понятно. Мало того... В тылу вся страна, можно сказать, работала. Вы знаете... Помогала. Кто-то беженцев принимал у себя дома. Он тоже может конечно, считаться? Эти все списки, они есть в Министерстве обороны. Если что-то не хватает, то, конечно, наши граждане должны обращаться, должны подавать свои какие-то документы, ведь справки какие-то различного рода. Если он в Гудаутском госпитале или в Афонском госпитале там трудился, или там девушка молодая трудилась, конечно, ее данные там в этом госпитале остались. Если не остались, значит, надо... Свидетелей. Как свидетелей, да, создать, и она или он имеет право закрепить свое участие в общей победе. И ветеран тыла, будет удостоверение получено.
Ну, опять же, здесь различного рода льготы. Они важны, и наши люди и граждане должны обращаться, если, может быть, кто-то не в списках находится. Надо обратиться в компетентные специальные органы и занести себя в этот список. Это важно. На ваш взгляд, вот какой эффект будет от этого закона? Эффект уже есть. Эффект уже есть. Главное, что у нас этот закон есть. Да, и уже никто не может по-разному трактовать эти участников наших боевых действий. Спасибо. Спасибо. Подробнее поговорили с вами о законах, о ветеранах. Спасибо большое, Рауль Валерьевич. Если есть что добавить? Да, также еще и второй закон был о национально-освободительном движении. Это тоже был вот такой очень важный для нас закон. Ведь это наша история. И историю надо и знать, и не забывать тех людей, которые принимали участие в национально-освободительном движении народа Абхазии. Вот здесь мы тоже обозначили года, тоже очень важно, года, в которых абхазский народ принимал участие. Это 1931 год, 97 год, 56 год, 67 год, 78 год, 80 год, 89 год, кстати, недавно события, июльские мы отмечали. 91 год. Это все, что предшествовало нашему признанию и нашей борьбы народа Абхазии. Также здесь определены, кто это такие участники национально-освободительного движения. Ведь в то время они подвергались преследованию. Это Советский Союз был. Люди были осуждены очень многие. Вот здесь это все прописано. Инвалиды остались. Отсидели в различных тюрьмах за свое право, высказываться в Абхазии о своем праве на самоопределение, на независимость. Самоопределение, да. Поэтому вот здесь тоже это все мы определили. Также здесь меры социальной поддержки, конечно, распространяются. К сожалению, мы вот те года, которые озвучили, там немногие остались в живых, но кто остался, конечно, они имеют право претендовать на меры социальной поддержки и также получать определенные льготы на коммунальные услуги, на электроэнергию. Вот здесь же тоже прописаны бесплатный проезд во всех общественных городских транспортах. Может быть, это не так существенно, может быть, это не прямые выплаты нашим патриотам, нашим ветеранам, но это вот пока что государство может выделить так официально. Завершая наш разговор, почему так долго обсуждался эти проекты обсуждались, потом приняли вот спустя столько лет? Как вы знаете, думаете? Ведь никто на месте не сидел, и каждый год вот в парламенте прошлого созыва мы принимали различного рода программы поддержки и повышения пенсий ветеранам, поддержки выплат. Все зависит от возможностей государства. Здесь же помимо того, этих терминов, о которых я говорю, они, конечно, важны для нашей страны, но для ветеранов важна мера поддержки. Вот здесь была самая большая проблема. Сейчас такая возможность определенная появилась. То есть экономическая база финансовая есть? Финансовая база какая-то появилась. Потом это все проговаривалось Кабинетом министров. Ведь 30% скидка на электроэнергию, это же тоже мы должны понимать, нагрузка, да, это большая нагрузка. Это сколько тысяч человек будет попадать под этот список. Это тоже надо было просчитать, все надо посмотреть, надо было все. Вот, и проговорить, и закрепить. Еще раз повторяю, не все статьи будут сразу работать. Да, какие-то пойдут у нас в начале следующего года, какие-то в течение следующего года. Но самое главное, что у нас уже есть база, и, конечно же, правительство над этим уже, здесь четко прописано, что правительство над этим должно уже работать, Министерство обороны должно доработать все свои списки. Вот, здесь определено тоже в статье 15: президент Абхазии в течение 3 месяцев с даты вступления в силу настоящего закона утвердить перечень боевых действий, периодов их ведения на территории Абхазии после Отечественной войны народа Абхазии. Понимаете, здесь большой тоже объем работы, который нужно будет сделать. И этот закон стал стимулом для того, чтобы все эти программы... Навести порядок, можно сказать. Конечно, заработали в полном объеме. Рауль Валерьевич, спасибо большое, что подробно рассказали о законах. Благодарю. Спасибо вам.